Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Клевая Рыбалка. Меня зовут Вячеслав. Мы находимся в Якутии, и у нас в гостях Сергей Соболевский уже который день. Это воблеродел из города Новосибирск. Приезжает ко мне уже не первый год. Вот. Сейчас мы с ним приехали вот на такую красивейшую горную речку. Вот здесь вот устье ручья. Ну и сама речка. Ширина где-то 100 метров. Вот. Где-то 60-70 метров, вот так вот. Буду я сегодня ловить на это, а также, возможно, на какие-то другие приманки. Вот. Григорьевич, расскажи, что за приманка. Кстати, в Саха Экстрим есть такие. Ну, эти воблера прошлого сезона, вот, они двухсоставники, это 150 миллиметров, заглубление 1,5 метра. Ну, это для горных рек на таймене. Ну, как видим, и ленок берет его, и щука берет. Сколько погружения у него? Полтора метра. Ага, он ну, плавающий? На горной реке он до 2 дойдет. Ну, это плавающий, да? Да, он плавающий. Можно прям в перекат кидать, да? Да, кидай перекат, он будет держать струю. Ну, здесь у нас, там видишь, большой набор. Уже кое-что потеряны. Ага. Это вот. Сам делаешь, да? Да, это в Норвегии воблера. А, из Норвегии тоже есть, да? Да. У тебя друзья из Норвегии делают, да? Ну, этот Валдис. ВР воблер у тебя на... Да, понял. На сайте. Да, VR Wobblers, друзья, есть. Ну, вот этот производитель. можно на ленка и на тайменях погонять. Он под харю все сделал. Понял. Вот. Он тонущий, стримовый, его на перекат. Вот. Его на перекат. Отлично. Ну там, ты говоришь, много не брать, я там коробку-то и большую всю не забрал. Да хватит нам столько-то, что я думаю. Сейчас хочу вот этого горбатенького погонять на ленков. Мне отчет пришел по нему, вот, по его брату. Ну, сказали, что на ленков хорошо в этом сезоне он там отработал. Ну, сейчас так его брата поставлю и посмотрим, что здесь. Ты говоришь, он там была странная поклевка? Ну вот, друзья, а я сейчас тогда порыбачу быстренько. Несколько забросов буквально. И начинаем готовить еду. Потому что мы едем уже давно. Не обедали еще. Вот, не завтракали. И сейчас быстренько покушаем Григорьевичем и пойдем уже в сторону дома. Потому что сегодня обещают непогоду. А также нам еще ехать далеко. Поэтому вперед. И будут подводные съемки, друзья. Оборудование для подводных съемок. Кому интересно, заходите на сайт клёварыбалка.рф. Подводная камера. Приобретайте. Будем отправлять. Так, друзья, вот сейчас приехали. Давай, может, пообедаем сначала? Давай, пообедаем. Ну, то что-то мы какие-то... Спокойно посидим, пообедаем, да? Давай по пару забросов и обедаем. Ага. Первых ленков вытащим. Давай, малыш. Так, тебе какой, маленький воблер, блядь? Давай мне сразу на таймене, наверное. А, тайменец? Ну. Ну, надо тогда вот этот пока покидай, а с камерой потом настроим. На, давай. Сейчас, короче, пару забросов, потом еду греем, обедаем и пошли рыбачить. А потом с плавом пойдем. Друзья, смотрите, сейчас вот здесь заброшу и сразу возьму. Лимбу мировой рекорд. Мировой рекорд. О, есть. Щука. щука, да? Зараза. Но здесь особо щуки-то не должны быть. А чё он как-то неправильно? А? Зацепился? Не, это мне сейчас, по-моему, сбили его. Сбили? Ну.
Есть. Была поклевка только что. Чья-то. Не могу понять, чья. Маленько притормаживаю воблера. Надо было на линька попросить. А? На линька надо было воблер взять. На лимбу. О, кто-то взял. Подвис просто. Ага. Щука. И столько ехать, чтобы ехать. А кто? Зеленая. Зеленый. Рыкаешь, а кто еще? Ну что еще? Надо зеленый. Ну такая. Горная сладкая щука. Горная сладкая щука, да. О. Григорьевич, давай свой подсак. Отцеплялка. Ага. Далеко нет у тебя? Нет. Вот, все рядом, все под рукой. Ну у тебя зевников нету, да, по-моему? Да. Зимника нет. Прям под жабру заглотил. Аккуратно. Не, этой штукой аккуратно не получится. Во-первых, крючки мелковатые. Поспешу сделать заброс и получу зацеп. Оба! Вода чистейшая, друзья. Вот здесь ленок должен быть. Хороший ленок. Давай проверим. В свое время в таких местах ленки стоят. Григорьевич оторвал воблера. А что, зацепился? Ну смотри, аккуратно кидай. Ага. Есть. Опять щука. Да сколько же у вас там?
Хорошая. Зеленая. Зеленая. Ну такая неплохая, тебе скажу. Сейчас цепим тебя, погоди. Ух ты, какая упитанная щука. Друзья, воблер Соболевского. Сам Соболевский со мной. Вот Сергей. Вот такой вот воблер дал. Ну, смотрите. Вроде как держится воблерочек. Дальше давайте проверим. Сейчас посмотрим, есть тут еще щуки, нет. В сторону течения бросим туда. Ага. Опять щука. Зеленая! А как она это? Зацепилась. Да подожди ты, успокойся. Успокойся. Успокойся, говорю. Ага. Отбойчик был. Небольшой подбойчик был там. Опять. Еще один. Еще один щука. Да, сегодня я маленько приболел. Вчера вот эти дни, короче, болею. Выздороветь все не могу. Поэтому голосом немножко небольшая проблемка. Ну, мелкие щучки. Че, их отпускаем. Не солить же. Вот.
А ну-ка, давайте-ка еще раз проверим, есть там рыба или нет. Щуки. Да ты что? Сколько можно-то? Просто без остановки. Вот. Каждый заброс поклевка. О, красиво борется. Боец настоящий попался. Такая, скажу, хорошая. Короче, друзья, тут каждый заброс Соболевского поклевка. Просто. Воблер у него плавающий, то есть когда тащишь, он заглубляется, останавливаешь, он всплывать начинает. Вот я делаю проводку, остановил, проводка, остановил. Вот так вот играешь легонько, и все. Ничего. Сверхъестественного. И вот на остановочке, видимо, он реагирует. Щука реагирует. Ну все, уже тут всех переловил, короче. Всех попереловил. Опа. А там? Сейчас проверим. Вот они подплыли. Они подплывают, но не берут. Чисто по инстинкту идут. Но это уже те, которых я ловил уже ранее. Опять что ли? Пытался взять по новой. Да ловил и отпускал, которых вот сейчас. Все равно по инстинкту идет, а? О! Друзья, вот это кто-то хороший взял. Сразу говорю. Эх, сошел. Сошел. Но была прям хорошая поклевка. Агрессивная, как будто вот линковая. И как будто, ну, линковая-то и миневая такая вот, скажем так. Куда он бросил? Непонятно какая. Что за рыба была? Вот моя. Так, друзья, вот наша выручалка в этом сезоне. Пашихон, копеечка и чукаяс. Давайте сейчас быстренько разогреем еду, поедим, не знаю, может что вскипятим, попьем чайку горяченького, а может просто подогреем горячий чай. Там у меня есть наш зеленый чай, который мы с Григорьевичем делали, ну не зеленый, а витаминизированный, из ягод. Приболел я в эти дни, болею, поэтому горло, извиняйте, такое. О, кружка лежит. Нашел старую кружку. Кто потерял? Только признавайтесь. В лесу вот. Так вот барахло люди бросают всякое. Там сям. То все. Вот, друзья, видите?
Вот турбопечка вот таким вот такой посудой оснащена. Вот я уже не домыл. Это мой косяк. Ну вот такая вот печка сама по себе. Вот она лежит. Вот, работает от 2 батареечек, типа пальчиковых. Вот. Батареечки я все время вынимаю отдельно, потому что иногда кнопочка, когда тряска, кнопочка может ваша включиться и потихоньку подсаживать ваши батареечки. Вот. На сайте клёвая-рыбалка.рф Пашихон Стар есть. Это производитель, друзья. Как заявка поступает от вас, он сразу с вами связывается. Поэтому рекомендую. Уже много лет люди, якутяне, кто взял, прямо не нарадуются приобретению. Кто брал с тем уклоном, что будет пользоваться. Вот, видите, тут есть 2 режима. Простой режим и турбо. Так, турбо режим где? Во, турбо включился, все. Все. Сейчас мы разогреем нашу еду. Она буквально от щепочек работает. Чуть-чуть. Надо-то. Давайте сполоснем. Ты что там ковыряешь, Рурка от катушки потерял. Давай спички. Спички надо. Гайку в лодке нашел, а рыбку найти не могу. Да ёлка-палка. Гайка крутилась. Не, ну и эта тоже там должна же быть. Ну, ручки так смотрю, сейчас вот я и ковыряю чуть-чуть. Главное гайку нашел. Гайку главное, да? Ой. Так, мне надо немножко бензика намочить. Гайку я нашел. Что тут? Так. Гайку здесь я нашел. Гайку здесь я нашел. Можно сюда. Ну, подымай полы, все, смотри тогда, блин, все вытаскивай из лодки. Беда. Ой, беда, беда. Чуть-чуть бензинчика капнул, чтобы для розжига турбопечки. Чуть-чуть-то надо-то. И ставьте желательно с подветренной стороны вот этот вентилятор, чтобы вентилятор дул сюда, а горело пламя здесь, с той стороны. Ну и что, у нас бензин не горит, не хочет гореть.
О, есть. Видите, дым туда. Значит, надо вот так. Все. Давайте сейчас дров еще мелких щепочек накидаем. Хворост нужно. Чтобы не потух. А, уже потухло все. Блин. Айо. Да, не потухай. Прихватывайся. Прихватывайся. О, видите, чуть-чуть маленький огонечек был, вот он прихватился. Сейчас уже большой огонек. А прихватится, нормально будет. Ну и, конечно же, гость программы. Специально на обед взял побольше. Так, мясо лося с картофелем не будем. Жаркое с говядиной. Мясо лося с картофелем. Мясо лося. Вот три пачки взял. Мясо лося с картофелем. Будем сейчас с Григоричем есть. Мясо лося. Наше производство. О, смотрите, вон, как и заявлено в упаковке, мясо лося с картофелем. Чокаяс. Друзья, тоже на сайте. Вообще все, в чем пользуюсь и рекомендую, все есть на моем сайте. YouTube у нас монетизацию давно отменил, так что пишите, не пишите, что реклама, но я все равно буду рекламировать. Потому что мне на что-то жить надо. О, 3 сделаем так вот. Вот так вот. И сейчас еще мне надо таблетку съесть. Одну таблетку. Давайте сожгем это все, чтобы сгорело. Не пламенем. Так, и конечно же все это надо помешать. Все это наше блюдо. Так, а помешать чем? Чем помешаем? Ложкой. Так, дрова закончились. Давайте дрова еще подкинем. О, мусор, смотрите, сразу сгорает в той печке, причем вообще полностью дотла. Все горит. Всегда так сгорает дотла. О, сейчас разогрею и поедим с Григорычем. Немножко хлеба есть. Все по минимуму. Набор такой. Хоп. Ножиком аккуратней режьте. В лесу лучше не резаться. Мы далеко ездим. У нас одно крыло только по 80 километров в одну сторону. Ни тут ни дороги вам, ни медпунктов, ничего нет. Абсолютно только мы, дикая природа. Так что вот. О, чокаяс, это тема. Моментом кипит, видите?
А, ух. Сейчас еще чайник согреем. Чай у нас с собой. Поэтому просто ставим котелок и заливаем. Полевой, короче. Обед. Да. Все, приятного аппетита. Да, всем приятного аппетита. Самый лучший обед на горной речке. Где ты с другом и с медведями. Медведя видели. Черный. Да, медведь хороший был. В самом расцвете сил. Ага. Ну мощный, бежит просто. Ага. У меня как всегда. На аэролодке не догнал. Батарейка зарядилась. Хорошо, запасной камеры там маленько было, успел заснять. Ну ладно, пообедаем, дальше снимать будем. Медведь больше нас перестарался. Короче, Григорьевич там потерял ручку от спиннинга, от катушки. Ну это капец, как так можно? Вчера очки, сегодня ручку. Так, друзья, будем сегодня вот эту камеру подводную дальше продолжать использовать. Вот таблеточку не выпил я совсем. В общем, так.